шарапето, допоки я суста, не пройдет свет теплого. Выталочка начаш, горд пристанет час, лощиньяса. Опа, господи! Ты что пугаешь? Я тут уборкой занимаюсь, напеваю себе песенки, а она опять врывается ко мне. Ты почему не позвонила? Как всегда, Лёмушка, что у тебя опять случилось? Ну, тут, знаешь, у меня вот эта как подружка должна помочь, а также должна меня понять. Дело вот в чем. Опять ты кого-то съела, кого-то забрала? Ну, что ты меня перебиваешь, как всегда? Слушай. Тут один местный лесной красавчик меня на свидание пригласил. Ева, ты пришла ко мне сегодня анекдоты, что ли, рассказывать? Какой еще такой красавчик? Опять, наверное, про своего лешего, про своего барсу так говоришь. Красавчик, что он у тебя плакса? Я тебе про своего ухажера ничего не расскажу. Но вот у меня другая проблема. Дело в том, что я перебирала все свои наряды, а уже одни лохмотья остались. И на свидание-то пойти не в чем. А я тут к тебе в избу прихожу, смотрю, наряды красивые висят. Ты что, хочешь мое платье одеть? Ну как твое, хозяйское? Ну-ка. Стань сюда. Это вообще-то мое парадное платье. В этом платье я выхожу в свет. Ну, то есть, по лесу брожу. Ну и что? А вот я как раз на один вечерок возьму, да в свет выйду. В темный такой, болотистый. Так, дай подумать, так. А, Донушка, ты мне вообще расскажи про этот наряд. Может, я вообще его надевать не захочу. Лёвушка, я бы тебе отдала свое платье, только ты должна принести мне мое платье в целости и в сохранности. Да не боись, все будет отлично. Вот смотри, я в своих нарядах хожу, которые ветки, все целенькое еще. Ага, так, целенькая. Я смотрю, какой у тебя целенькая. Ну ладно, так как ты моя подружка, я очень переживаю за твою жизнь, за личную жизнь. Так что я согласна. Сейчас я тебе покажу мой костюм, мое платье, что? Посмотри. Смотри, Лёмушка. Вот одеваешь сначала рубаху. Рубаха у меня красивая, длинная, с красными узорами. Рубаха это дырем. Одеваешь дырем рубаху. Поверх этой рубахи красивый сарафан. Не то, что у тебя. Красиво. Думаю, жених оценит. Лёмушка, а тебе цвет нравится? Да. А ты знаешь, что они означают? Ты посмотри, на этом сарафане и синий цвет, и темно-красный. Это означает места природы. Ты посмотри, синие, красные ягоды везде у нас растут в коме леса. Так что, если я в лесу ягоды не запачкаю, видно не будет. Все-таки какая ты хитрая, Лёмушка, не пачкай мне платье, красивое. Так, значит, ты запоминаешь, да? Сначала одеваешь рубаху дырем, потом одеваешь мой сарафан, красиво, сарафан. А потом аккуратненько, красиво привязываешь фартук с красивыми узорами. На коне фартук будет фартук. Красиво же, да? Очень. Ой, Лёмушка, я бы тебя в этом платье замуж отдала. Но замуж тебя пока никто не зовет. Так что соберу-ка я тебя на свидание. Ну вот он меня увидит и тут же свадьбу сыграем. А чтобы твою красивую прическу как-нибудь убрать, можно еще накинуть чешья. Платок красивый. Тебе нравится? Нравится. Ну что ж, будем переодеваться? Давай. Віщер вожин, полемінам осаним, те вигожем, селищі аші ланикив. Те вигожем, селищі аші ланикив.
Ну что, красота, ну-ка повернись вокруг себя. Ай, сразу же освежилась, помолодела. Про рубаху и сорока не забудь. Ну что, Янушка, тебе нравится? Нравится, все забираю. Ой. Выдадишь меня потом замуж. Хорошо. Ну что, Ёлушка, осталось пожелать тебе только приятной встречи